В Чеченской республиканской организации профсоюза образования прошел семинар-практикум для председателей и заместителей районных координационных советов, уполномоченных первичных профсоюзных организаций по культурно-массовой и оздоровительной работе. Комнату психологической разгрузки учителя на безвозмездной основе подарил профсоюз образования педагогическому коллективу математической школы Грозного. В профсоюзе образования подвели итоги сразу 2 республиканских конкурсов «Лучший уполномоченный по жилищно-бытовым вопросам» и «Лучший уполномоченный первичной профсоюзной организации по вопросам пенсионного и социального обеспечения». В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Деятельность Чеченской республиканской организации профсоюза образования имеет важное значение. И то, насколько успешно осуществляется работа профсоюза, зависит от профессионализма ее представителей. Поэтому большое внимание здесь уделяют обучению и переподготовке своих работников. Так, в Республиканском доме профсоюзов состоялся семинар-практикум для председателей и заместителей районных координационных советов, уполномоченных первичных профсоюзных организаций по культурно-массовой и оздоровительной работе. Открыл работу семинара председатель региональной организации Хизер Магомедович Герезелиев. В самом начале Хизер Магомедович напомнил участникам семинара практикума о значении той роли, которую сегодня выполняет профсоюзная организация Чеченской Республики. Необходимо правильно доводить до населения ее работу, трудиться еще более активно. Многие пока еще мало ознакомлены с работой профсоюзной организации и тем, насколько важную функцию она на себя берет. Хизер Магомедович дает ценные советы и рекомендации участникам семинара. Со всеми первичными организациями, а у нас 1007 первичных организаций, вот республиканской организации, практически с каждой организации у нас и через представителей в районе, и через кураторов первичной организации установлена информационно-деловая связь. Так теперь надо было установить каким-то образом связь и с членами профсоюза. Поэтому мы преобразовали самое низшее наше звено профсоюзные комитеты. Туда ввели структурную единицу уполномоченной первичной организации. Определили 10 направлений. 10 направлений своей профсоюзной работы. Значит, это социальное партнерство, правозащитная работа, организационная работа, труд и заработная плата, культурно-массовая, охрана труда и так далее. 10 таких направлений, в том числе культурно-массовая и оздоровительная работа. И каждому члену профсоюзного комитета, который на собрании избирается, вот определили конкретный участок профсоюзной работы. В рамках большого семинара его участники обсудили основные задачи Координационного совета в муниципалитете, планирование деятельности и технику взаимодействия председателя Координационного совета с представителем совета в районе. Каковы обязанности, в чем заключается задача профсоюзного работника, в частности, в направлении культурно-массовой и оздоровительной работы. Это важный и ответственный участок, отмечает Хизер Магомедович Герзелиев. Подобные учебные курсы помогут профсоюзным работникам улучшить свою работу. Главный технический инспектор по охране труда Рустам Мусаев провел для участников ряд учебных тренингов. Уполномоченным необходимо было пройти тестирование, а также отобразить с помощью рисунков свое видение профсоюзной работы, цели и ожидания. Чеченская организация профсоюза образования продолжает свою работу по открытию комнат психологической разгрузки учителя на базе различных общеобразовательных учреждений республики. В предыдущем выпуске мы рассказали, что собой представляют и как оборудованы такие комнаты в лингвистической школе и президентском лицее. 8-я по счету в начале этого месяца заработала в математической школе номер 1 города Грозный. Это подарок от профсоюзной организации на безвозмездной основе педагогическим коллективам учреждений образования республики. Открытие комнаты прошло в торжественной обстановке. Это право предоставили первому заместителю председателя Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даутхану Герзелиеву и представителям школы.
Далее гости ознакомились с условиями комнаты психологической разгрузки. Помещение оборудовано необходимой техникой, которая поможет школьному психологу полноценно выполнять свою работу. Стол для песочной терапии, эфирная лампа для ароматерапии, кресло-куб-трансформеры, массажные дорожки, сухой душ, пузырьковая колонна для глаз и еще одна очень интересная новинка современных комнат психологической разгрузки. Это массажная накидка, очень удобная, зарекомендовала себя тем, что здесь есть 6 видов массажа, здесь пульт управления, подбираете, выбираете массаж для шейного сустава, ну и полностью для позвоночника, есть и комплексный полностью массаж. Профессиональное выгорание действительно это большая проблема. От вас очень сильно требуется, начиная с профессиональных стандартов, заканчивая стандартами образовательными, реализацией образовательных программ, научной деятельности. Хоть как-то вот стараемся помочь, оздоравливаем ежегодно санаторные курорты лечением педагогов, компенсируем часть курортов. Своими скромными возможностями хотим вот как-то помочь учителю в его нелегком труде. Математическая школа Грозного имени академика Хамзата Ибрагимова – ведущее общеобразовательное учреждение профильного направления. Учебная программа в школе направлена на углубленное изучение таких предметов, как математика, физика и химия. На ее базе работают около 120 педагогов. Так как график работы довольно тяжелый, комната релаксации здесь имеет особое значение. Раньше у нас, конечно, был психологический кабинет, но не было таких условий, как сейчас. И тот же песочный стол, да, та же лампа, это все очень помогает и способствует расслаблению, эмоциональной разгрузке. Педагог работает с детьми, он отдает весь себя, всю свою энергию, да, эмоции, и в течение дня он устает. И ему необходимо просто немножко расслабиться, отдохнуть, а иногда даже взбодриться. Профессия педагога относится к сфере, которая отличается интенсивностью и напряженностью психоэмоционального состояния. Учителя сильнее подвержены влиянию профессионального выгорания, ведь современная школа предъявляет требования ко всем аспектам деятельности педагога – знаниям, педагогическим умениям и, конечно же, личностным особенностям. В связи с этим организация работы по сохранению психологического здоровья особенно актуальна и как нельзя кстати. В комнате психологической разгрузки специалисты смогут качественно проводить работу с учителями по их эмоциональной разгрузке, помочь расслабиться от повседневного труда. Приятен тот факт, что нам подарили эту комнату, профсоюз, спасибо им, конечно, за это большое. И когда мы приходим в данное помещение с нашим педагогическим составом, нам заранее уже приятно знать в начале дня, что в конце дня мы можем расслабиться, и это дает нам, скажем так, некий стимул работать очень хорошо. Комнаты психологической разгрузки учителя профсоюза образования Чеченской Республики намерен открывать и в других общеобразовательных учреждениях. Педагог находится под постоянной психологической нагрузкой, поэтому случаются и стрессы, и перенапряжения. Для полноценной работы педагога и его работоспособности подобные площадки в школе просто необходимы. Большое внимание в своей профессиональной деятельности профсоюзная организация Чеченской Республики уделяет проведению конкурсов, а также поощрению труда лучших работников. Так, на этой неделе в актовом зале Дома профсоюзов прошел республиканский конкурс «Лучший уполномоченный первичной профсоюзной организации по жилищно-бытовым вопросам». Участников и членов жюри поприветствовал первый заместитель председателя Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даутхан Герзелиев. Конкурсы для нас это, конечно, занимают особо важное место. Это среда развития, среда творчества, значит, некий такой социальный лифт в нашей, значит, работе. Значит, мы видим активистов. В принципе, в течение года у нас институт уполномоченных, он относительно молодой, более 2 лет. Жилищно-бытовые – это очень важно. У нас они занимаются, ну, скажем, основным это условием жилья, условием проживания. Ну, там большой спектр профсоюзной работы. В
проекте приняли участие уполномоченные из 16 первичных профсоюзных организаций республики. Конкурсные испытания проходили по 3 турам: домашнее задание, самопрезентация и тестирование. В самом начале компетентное жюри провело жеребьевку между участниками. Право открыть конкурс под номером 1 выпало Вахите Мадагову, руководителю Координационного совета по жилищно-бытовым вопросам Гудермесского района. Участник подготовил доклад о проделанной работе и своем видении улучшения профессиональных обязанностей в качестве уполномоченного. Мы хотим, чтобы все работники и обслуживающий персонал образовательного учреждения, администрации и педагоги были объединены не только профессиональной деятельностью, но и другими вопросами, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Для Вахиты Мадагова этот конкурс – площадка для профессионального развития, а также возможность рассказать о своей работе. Цель моего участия в республиканском конкурсе «Лучшие уполномоченные по жилищно-бытовым вопросам» – это обмен опытом и общение с коллегами из разных районов. Ну и дальше, значит, поделиться с той работой, которая проделана в нашем районе, в частности, своей первичной организации. В обязанности уполномоченного по жилищно-бытовым вопросам входит обследование жилищных условий педагога, постановка нуждающихся на учет на приобретение жилья, а также большое количество других обязанностей по защите прав и интересов учителя. Для выступления каждому участнику отводилось по 5 минут. После прослушивания всех конкурсантов организаторы провели тестирование, после чего прошло награждение победителей. По решению жюри первое место заняла Луиза Яхьяева, уполномоченный по жилищно-бытовым вопросам первичной профсоюзной организации Грозненской средней общеобразовательной школы номер 91. Второе место завоевал Вахита Мадагов, уполномоченный первичной профсоюзной организации Гудермесской школы номер 5. Всем призерам и участникам конкурса были вручены грамоты и денежные вознаграждения. Если честно, изначально я планировала участвовать в конкурсе для того, чтобы продемонстрировать, что профсоюз в нашей жизни – это не просто слово. В рамках профсоюза у нас ведется активная деятельность, и мы стараемся помогать нашим сотрудникам, нашим членам профсоюза по мере наших возможностей. Конечно, наши возможности ограничены, но именно подобная деятельность позволяет нам рассчитывать на то, что мы в дальнейшем сможем построить то самое правовое государство, к которому мы так стремимся. Конечно, в школе в основном мы ведем работу со своими учениками, мы готовим их к каким-то экзаменам, но видя не только работу с учениками, но и с учителями, каждый из нас рассчитывает в дальнейшем получить какую-то помощь, поддержку. И в рамках деятельности уполномоченных по жилищно-бытовым вопросам вы сами заметили, что очень многие прилагают усилия, и эти усилия приносят свои плоды. Эта неделя в Доме профсоюзов была отмечена проведением еще одного конкурса. Это лучший уполномоченный первичной профсоюзной организации по вопросам пенсионного и социального обеспечения, развития фонда социальной поддержки учителей. В этот раз здесь было представлено 11 участников из разных образовательных учреждений республики. Жюри под председательством первого заместителя Чеченской республиканской организации профсоюза образования заслушало доклады уполномоченных, среди которых как молодые, так и опытные специалисты в своей области. Первичные профсоюзные организации школы созданы для реализации уставных целей и задач профсоюза и по представительству и защите социально-духовных, профессиональных прав и интересов членов профсоюза на уровне школ при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными общественными организациями. По итогам конкурса также были определены победители первого, второго и третьего места. Ну и победителем, лучшим уполномоченным первичной профсоюзной организации по вопросам пенсионного и социального обеспечения Чеченской Республики стала Зулихан Тепсуркаева, учитель начальных классов общеобразовательной школы села Ачхой-Мартан. Для меня большое весомое значение имеет участие в этом конкурсе. Никак не ожидала, что я буду первой. Спасибо всем моим коллегам, которые приняли участие. Я очень многому научилась у них, переняла опыт, но
Было очень интересно. Спасибо организаторам этого конкурса за то, что нас здесь сплотили вместе. Цель нашего конкурса, я думаю, помочь именно конкретным людям, но чтобы сделать их жизнь красивее. По завершении конкурса первый заместитель председателя Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Даудхан Герзелиев поздравил победителей с победой, а всем остальным участникам пожелал дальнейших творческих успехов на пути достижения больших побед. Есть ли конкретные ограничения во времени для сотрудника, работающего в условиях неполного рабочего времени, для того, чтобы сохранилось право на получение пособия по уходу за ребенком? Действующим законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений по продолжительности неполного рабочего времени для застрахованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени. Но при этом у Фонда социального страхования есть свое видение этого вопроса. И изложено оно в их письме от 19 января 2018 года, в котором говорится, что сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять уход за ребенком. В данной ситуации, по их мнению, пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом. Таким образом, в ФСС считают, что сокращение рабочего времени в день должно быть не меньше 2 часов. Однако повторюсь, что приведенные в письме ФСС критерии действующим законодательством не предусмотрено. Соответственно, возникшие по этому вопросу споры могут быть разрешены только в суде. Обязаны ли педагогические работники образовательной организации, не имеющие прямого контакта с детьми, проходить ежегодный медицинский осмотр? Да, обязаны, и не только педагогические работники, но и все остальные работники. Это определено в приложении к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года за номером 302-Н, из которого следует, что работники образовательных учреждений всех типов и видов проходят медицинский осмотр 1 раз в год. Как уполномоченный по охране труда я провожу поэтапные проверки на предмет выявления нарушений техники безопасности в школе, в которой я работаю. На этот раз я проводил проверку в кабинете химии и обнаружил, что там нет огнетушителя. Скажите, пожалуйста, огнетушитель должен там быть? Правила техники безопасности для кабинетов и лабораторий химии общеобразовательных школ гласят, что кабинет химии должен быть обеспечен необходимым минимумом первичных средств пожаротушения, огнетушителем, ящиком с сухим песком, совком для песка и накидками из огнезащитной ткани. За обеспечение вышеперечисленных средств в образовательной организации несут ответственность руководитель и его заместитель по хозяйственной части.